Здравствуйте, уважаемые представители деловых кругов. Рад встретиться с вами сегодня здесь, в Сиянии. Мы всегда рады прямому диалогу с представителями передового бизнеса, которые заинтересованы в укреплении торгового инвестиционного сотрудничества между нашими странами. Вначале хотел бы кратко информировать о ходе нашего государственного визита в Китай. Рад сообщить, что кыргызско-китайские отношения сегодня достигли нового качественного и содержательного уровня всестороннего стратегического партнерства. Мы подписали совместную декларацию Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства в новую эпоху. Плодотворность и результативность визита подчеркивает солидный перечень подписанных документов. На различных уровнях, помимо упомянутой совместной декларации, подписано порядка 20 соглашений, меморандумов и протоколов. Эти документы затрагивают практически все сферы двусторонних отношений, в том числе торгово-экономическое сотрудничество. Надеюсь, они станут подспорьем вашей хозяйственной инвестиционной деятельности в Кыргызстане. Накануне в ходе прошедшей встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином был обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Особый акцент был сделан на развитии торгово-экономических связей. По всем вопросам достигнут консенсус. Китайская сторона выразила готовность содействовать реализации инфраструктурных, инвестиционных проектов в Кыргызстане. Таким образом, можно считать, что политическая поддержка со стороны высшего политического руководства Кыргызстана и Китая обеспечена. Круг участников нашей встречи говорит сам за себя. Кыргызская сторона заинтересована в сотрудничестве в области транспорта, коммуникаций, энергетики, строительства, сельского хозяйства и туризма. Хочу отметить, что мы заинтересованы в расширении инвестиционного технологического сотрудничества с вами, в частности, в привлечении капитала, передового опыта и современных технологических решений. Ключевую роль в развитии двусторонних торгово-экономических отношений, инвестиционного сотрудничества играют Кыргызско-Китайская межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, а также координационная группа Кыргызстан СУАР КНР при межправкомиссии. В 2022 году состоялись заседания этих механизмов, по итогам которых принят ряд документов, в частности, программа среднесрочного и долгосрочного развития торгово-экономического сотрудничества между Кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Китайской Народной Республики до 2030 года. Основными целями программы являются развитие торгово-экономического сотрудничества, содействие увеличению взаимного товарооборота, либерализация торговли, обеспечение свободы передвижения капитала, расширение инвестиционного сотрудничества, развитие взаимосвязи таможенной, информационно-коммуникационной, транспортной и логистической инфраструктуры, развитие промышленной кооперации, производственных цепочек, а также продвижение и поддержка инициатив по развитию сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем, в частности, по совместному строительству одного пояса, одного пути. Наверняка всех присутствующих в первую очередь интересует вопрос государственной политики в области иностранных инвестиций и защиты их гарантий. В этом плане хотел бы отметить, что в Кыргызстане проводится наиболее либеральная, льготная на пространстве СНГ инвестиционная политика. Кыргызстан прилагает все усилия для создания благоприятного инвестиционного климата и бизнес-среды иностранным предприятиям, инвесторам и предпринимателям для ведения бизнеса, реализации совместных экономических проектов. Законодательство об иностранных инвестициях в первую очередь в области защиты интересов инвесторов соответствует международным нормам. Инвестиции на территории Кыргызской Республики пользуются полной и безусловной правовой защитой в соответствии с законом
Кыргызской Республики об инвестициях. С законодательством предусмотрены меры по устранению административных барьеров и ограничений, либерализации внешних и внутренних торговых режимов и обеспечению государственной защиты. В Кыргызстане введена инвестиционная виза. Сроки оформления виз инвестиционной категории до 5 лет. В случае вклада в экономику страны 10 миллионов сомов. И до 10 лет в случае вклада в экономику страны 20 миллионов сомов. Помимо этого, в настоящее время между нашими странами созданы все необходимые условия для развития экономического сотрудничества. Между нашими странами действует двустороннее соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций. Данное соглашение представляет китайским компаниям благоприятные условия для инвестирования в Кыргызстан. Действующее соглашение об избежании двойного налогообложения дает возможность китайским компаниям инвестировать в Кыргызстан, зная, что налогом они будут облагаться только один раз. Исходя из перечисленного, кыргызская сторона приветствует и приглашает китайские компании принять участие в ведении бизнеса в Кыргызстане. В Кыргызстане один из приоритетов отдается развитию энергетической сферы. Страна богата гидроэнергетическими ресурсами. Это дает нам повод для приглашения иностранных, включая китайских партнеров, принять участие в реализации ряда крупных проектов по строительству ГЭС. В случае проявления интереса мы готовы рассмотреть предложение и механизмы сотрудничества в реализации проекта строительства Камбаратинский ГЭС-1. Развитие отрасли и эффективное использование возобновляемых источников энергии является одним из стратегически важных направлений энергетической отрасли Кыргызской Республики, как перспективный источник покрытия внутренней потребности национальной экономики в энергетических мощностях. Страна обладает значительным потенциалом солнечной и ветровой энергии. Эти ресурсы можно использовать для создания диверсифицированной энергосистемы, устойчивой в финансовом, социальном, климатическом и экологическом плане. Гидроэнергетика, ветряная и солнечная энергетика – это возобновляемые и наиболее экономичные, экологически чистые источники энергии. Кыргызская сторона заинтересована в опыте присутствующих здесь энергетических компаний. В свою очередь в Кыргызстане идет постоянный процесс совершенствования законодательной базы для улучшения инвестиционного климата и привлечения инвесторов для развития возобновляемых источников энергии. Так, разработан и в 2022 году принят закон о возобновляемых источниках энергии. Данный закон предполагает гарантированный выкуп электроэнергии сроком на 15 лет. Недискриминационный доступ к сетям производителей электроэнергии с использованием ВИА. Налоговые и таможенные льготы для производителей электрической и тепловой энергии, вырабатываемой с использованием ВИА. Равные условия деятельности для иностранных и местных компаний. Возможности широкого сотрудничества в рамках КЧП. Также представляются налоговые льготы для инвесторов при импорте оборудования ВИА. Контракты на 25 лет, PPA-контракт. С гарантией выкупа электроэнергии у инвестора цена выкупа считается одной из конкурентоспособных в Центральной Азии. Государственные электрические сети Кыргызстана требуют модернизации инвестиций, так как ее основу составляет инфраструктура советского периода. В настоящее время в стране реализуются проекты по обновлению подстанций, ЛЭП и другие. В этом плане приглашаем китайские компании принять участие в обновлении распределительных сетей, замене подстанций и других проектах. В целом можно констатировать, что вопрос развития и внедрения возобновляемых источников энергии в энергосекторе страны выходят на первый план и являются важным условием развития экономики и конкурентоспособности в современном мире. Мы знаем о повышенном интересе китайских компаний к проекту строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Этот проект является важным региональным проектом. Новый железнодорожный маршрут станет южным ответвлением континентального моста Евразии и откроет доступ на рынки Юго-Восточной,
Западной Азии и стран Ближнего Востока. Данный маршрут сможет обеспечить доставку грузов из Китая в Кыргызстан, а также в страны Центральной Азии и Ближнего Востока, в том числе Турцию и далее в Евросоюз. Проект обеспечит повышение конкурентоспособности на международном рынке транзитных перевозок за счет сокращения расстояний и времени доставки грузов. Реализация настоящего проекта будет иметь общий положительный социально-экономический эффект для стран региона. В настоящее время участвующие в проекте стороны обсуждают разработанное технико-экономическое обоснование проекта. Следующим этапом станет изучение модели инвестиций и финансирования, а также управления дорогой. Мы приглашаем заинтересованные китайские предприятия, компании рассмотреть возможность участия в этом крупнейшем транспортном коммуникационном проекте. Кыргызская сторона в позитивном ключе воспринимает включение Кыргызстана в список стран, рекомендуемых к посещению китайскими туристами. Туристический обмен вносит неоценимый вклад во взаимное познание, взаимное обогащение культур, традиций и обычаев народов двух стран. Туристическая сфера подразумевает строительство соответствующей инфраструктуры, разработки туристических маршрутов, совершенствование туристического продукта Кыргызстана. Мы приглашаем заинтересованные китайские компании этой отрасли инвестировать в строительство туристических объектов, реализовывать проекты по экономическому, экстремальному, культурно-историческому туризму, освоению маршрутов по Великому Шелковому пути. В заключение предлагаю вам рассматривать Кыргызскую республику как надежного делового партнера и приглашаю к активному сотрудничеству и совместной реализации проектов. Со своей стороны заверяю, что кыргызская сторона окажет всемирное содействие вашим компаниям, создаст все комфортные и безопасные условия для вашей инвестиционной деятельности в Кыргызстане.